Прошу садиться. Сегодня в зале суда немноголюдно. На заседание пришли представители комитета по охране объектов культурного наследия и реставратора. Сам Александр Попов не приехал. Сведения о надлежащем извещении его времени и месте судебного заседания имеются таковы, что неудачная попытка вручения по отслеживанию Почты России. Комитет обратился в суд, считая, что были нарушены требования законодательства об охране объектов культурного наследия. В данном случае речь идет о Михаило-Архангельской церкви 1757 года. Объект в прошлом году передали на реставрацию Александру Попову, точнее его компании. Заказчиком работ стала Казанская епархия. Компания-специалиста должна была вернуть прежний облик памятнику деревянного зодчества. Но, по словам представителя комитета, из-за нарушения условий хранения состояние старинного храма только ухудшилось. Объект находился в груди строительного мусора, обломков. Подлинные элементы церкви валялись по территории. Представитель компании-реставратора с этим не согласилась. По словам юриста, работы велись по ГОСТу. Так, например, противоаварийные работы – это изыскательские, проектные, производственные работы, направленные на выведение памятника деревянного зодчества из аварийного состояния. Скажите, а данный ГОСТ в вашей проектной документации был предусмотрен? Ссылка на него в вашей проектной документации, которая была утверждена, имеется? Имеется. Где? Проектная документация. Которую вы не видели и сказать не можете. Напомним, что вместе с церковью для реставрации в прошлом году Попов вывез и мечеть из села Большая Елга. Тогда представители духовенства и комитета были уверены, что передают объекты в руки лучшего мастера. Но уже в декабре 2019-го к нему возникли вопросы. Не выполняет свои договорные обязательства в части сроков, в части, стоимости работы. Приняли решение, изъять. При этом стоимость работ по объектам постоянно менялась. В начале этого года реставратор заявил, что финансирования для проведения всех работ не хватает и просил увеличить смету с 20 до 49 миллионов рублей. К решению вопроса подключился президент республики, и в мае договоренности достигли. Планировалось, что мечеть Попов и его команда завершат сами, а церковью займутся татарстанские мастера. Но в итоге приняли решение договор расторгнуть. Деревня Архангельские Кляри. Именно здесь и находилась церковь 18 века. Но, как мы видим, сейчас тут пусто. И о том, что раньше здесь было здание, напоминает лишь вот такой кирпичный фундамент и деревянные балки. Сейчас оба памятника деревянного зодчества находятся в разобранном виде на территории промпарка в Лаишевском районе. За работы взялся республиканский подрядчик. Сегодня суд постановил оштрафовать компанию Александра Попова на 100 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. По словам его юриста, это решение обжалуют. Однако 17 сентября в этом же суде снова будет ответчиком, но уже как должностное лицо сам Александр Попов. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Камско-Устинский район. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.